До 1 декабря этого года более 2 миллионов граждан-налогоплательщиков, проживающих в Башкортостане, должны заплатить налоги. Об этом напоминает Управление Федеральной налоговой службы по республике. Обсудим детали прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала республики БСТ. Сегодня с нами Оксана Хайруллина, начальник отдела камерального контроля номер 2 УФНС России по Башкортостану. Оксана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Сейчас завершилась рассылка налоговых уведомлений. Расскажите, пожалуйста, как проводилась эта работа, и что должны увидеть в налоговом уведомлении жители республики? Да, вы совершенно верно обозначили, что более 2 миллионов налогоплательщиков, граждан нашей республики, направлены налоговые уведомления. И в настоящее время уже завершается кампания по рассылке налоговых уведомлений, а срок уплаты не позднее 1 декабря. Поэтому всем гражданам, пользователям личного кабинета, направлены налоговые уведомления в личный кабинет в электронном виде, а остальным налогоплательщикам направлены налоговые уведомления по почте. Им необходимо обратиться в свои отделения почтовой связи по адресу места жительства и там получить налоговое уведомление. Но если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление или ему удобно обратиться в иной какой-то орган, это он может сделать в наших отделениях МФЦ. Там работает данная услуга у нас в течение 15 минут. Каждый налогоплательщик может получить налоговое уведомление, либо обратиться в налоговый орган, любой. И кроме того, можно, наверное, через личный кабинет на сайте ФНС? Да, на сайте ФНС России я уже обозначила, что через личный кабинет все пользователи личного кабинета там могут получить. Но форма налогового уведомления в этом году она не поменялась. Единственное, хочу обратить внимание, что раньше там был прописан конкретно срок уплаты 1 декабря. Теперь в налоговом уведомлении указывается только ссылка на нормы налогового кодекса. Но срок уплаты он не менялся, поэтому граждане... Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов 1 декабря 2020 года уплачивают налоги за 2019 год. Это налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. В налоговом уведомлении хочу также обратить внимание, что теперь не указываются объекты, по которым налогоплательщикам заявлена льгота. То есть, если налогоплательщик входит в льготную категорию, то по нему, получается, по этому объекту налогового уведомления этот объект не отображается. И для удобства граждан теперь нету никаких квитанций, это все содержится в одном налоговом уведомлении, там указаны реквизиты для перечисления уплаты в бюджет, а также указан QR-код или штрих-код для удобства, чтобы можно было оплатить через любые мобильные устройства, такие, например, как налоги ФЛ, если скачают смартфоны, такое приложение, оно будет более удобно уплатить налог сразу со своего мобильного телефона, или через любые банковские терминалы, или через отделение Почты России. Оксана Алексеевна, изменилась ли сумма имущественных налогов по сравнению с прошлым годом? Вот вы знаете, у нас по сравнению с прошлым годом только меняется сумма не более чем на 10%. Это уже четко предусмотрено налоговым кодексом, то, что сумма налога по налогу на имущество физических лиц или земельному налогу не может превышать 10%. То есть она ограничивает, туда применяется пониженный коэффициент, который именно ограничивает рост суммы налога по сравнению с предыдущим годом. Вы уже сказали отчасти по теме льгот по уплате налогов, сколько вообще категорий льготников и где можно жителям Башкортостана узнать о том, относятся они ли к какой-либо категории льготников или нет. Вся информация, справочная информация о ставках и льготах, она размещена на нашем официальном сайте ФНС России. Так сервис и называется, справочная информация о ставках и льготах, где налогоплательщики, если их интересует, могут туда зайти и посмотреть всю информацию. А также хочу отметить, что гражданам поможет, если налоговое уведомление они получили и у них возникают какие-то вопросы в этом налоговом уведомлении, также на сайте ФНС России создана промо-страница, которая поможет разобраться в налоговом уведомлении. Она тоже именно разработана с учетом для удобства граждан, чтобы у граждан не возникало вопросов именно каким образом рассчитан налог, каким образом, какие ставки применены, льготы. Там пошагово, поэтапно можно разобрать всю процедуру исчисления этих налогов.
Отдельная категория – это лица предпенсионного возраста. Какие новшества здесь Это есть? как одна из категорий, Как одна из категорий, да. да, лица предпенсионного возраста. Дело в том, что у нас с налогового периода 2019 года, да, есть льготы теперь для предпенсионеров, которые такая же льгота, как и для пенсионеров. То есть это новая категория, она появилась совсем недавно. Кто такие предпенсионеры? Это предпенсионеры, это лица, которые предоставляются пенсии по условиям, по законодательству, именно назначена должна была по законодательству на 31 декабря 2018 года, то есть которым до пенсии осталось 5 или менее лет. Поэтому такие лица пользуются льготой по земельному налогу в виде вычета на 6 соток и по налогу на имущество пользуются на один объект каждого вида, то есть на одну квартиру, комнату, жилой дом, гараж там, и так далее. Пенсионеры? Пенсионеры тоже такими же льготами пользуются. Я хочу также отметить, что у нас в этом году реализовано межведомственное взаимодействие в проактивном формате. То есть о всех инвалидов, пенсионеров, предпенсионеров мы, например, получаем сведения от пенсионного фонда. Эти сведения получаем по межведу, их загружаем, и уже при расчете налога все льготы, они как бы применяются. Но также остается право у налогоплательщика обратиться в налоговый орган, если он вдруг не увидел, что в налоговом уведомлении он все-таки является такой какой-то данной категории, не примененная льгота. У него есть такое право, он может подать заявление, мы это проверим, применим, ему применим эту льготу, как бы и все, налогоплательщик уже будет ничего как бы не должен. По транспортному налогу какие новшества здесь есть? Оксана Алексеевна, расскажите тоже, пожалуйста. Вот по транспортному налогу именно с этого года, налогового периода 2019 года, нововведений нет. Но у нас это закон региональный, да, то, что здесь есть тоже категория льготников большая. Все знают уже, наверное, уже привыкли, что всем налогоплательщикам есть у нас льгота в виде пониженной ставки до 150 лошадиных сил. Вот, всем на одно транспортное средство оно применяется. Также у нас есть сейчас такая категория льготников, как многодетные. Многодетные – это категория льготников, по которым, значит, предоставляется одному из родителей льгота, машинам до 150 лошадиных сил по одной машине или по автобусу до 125 лошадиных сил льгота на одно транспортное средство в виде полного освобождения от налога. Но также хочу отметить, не только по транспортному налогу для многодетных предусмотрена льгота, также предусмотрена льгота и по налогу на имущество физических лиц. Эта льгота действует для многодетных на каждого ребенка и каждому родителю многодетному на 7 квадратов на один объект жилого комнаты, квартиры, там, части комнаты там, и так далее. А на жилой дом действует 5 квадратов вычет на каждого ребенка. А по земле действует льгота тоже минус вычет земельного налога, минус 6 на 6 соток. Главный вопрос, какие санкции будут применены к налогоплательщикам, которые не оплатили налоги? И в какой срок? Да, уже после 2 декабря 2020 года у налогоплательщиков, кто своевременно не уплатил налоги, будут начисляться пени. И, соответственно, потом будут уже применяться меры принудительного взыскания. В избежание таких вот случаев, чтобы не применялись ни пени, не бежали, не применялись такие меры, да, мы рекомендуем всем налогоплательщикам своевременно уплачивать налоги в срок до 1 декабря 2020 года. Ну и если возникли вопросы по налоговому уведомлению, да, если человек не согласен с суммой, указанной в этом уведомлении, куда он может обратиться, можно ли это оспорить? Да, для начала налогоплательщикам мы рекомендуем все-таки обратиться на сайт Федеральной налоговой службы, о чем я уже ранее сказала, на промо-страницу, да, где четко, понятно поможет эта промо-страница разобраться о начислении этого налога. Ну а также налогоплательщик вправе обратиться в налоговые органы. Это можно сделать любыми удобными способами. Или через личный кабинет налогоплательщиков, или через сайт ФНС, по почте может отправить, а также у нас есть телефон контакт-центра, это 8 800 7 двоек, или телефон горячей линии управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 226 38 00. И форма оплаты налогов?
Форма оплаты налогов. Налогоплательщики могут уплатить тоже любым удобным способом, которых это, вот я уже тоже обозначала, что очень удобно это на смартфон скачать приложение «Налоги ФЛ», по которому можно будет удобно отплатить. В любом отделении банка, да, в любые можно уплатить налоги в отделении Почты России, в любым удобным способом. Или через интернет-сервис у нас есть также на сайте ФНС России уплата налогов и пошлин. Это как бы сделать удобно налогоплательщику, поэтому есть все возможные форматы, да. Спасибо большое, Оксана Алексеевна. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня в эфире главного телеканала Республики была Оксана Хайруллина, начальник отдела камерального контроля номер 2 Управления Федеральной налоговой службы России по Башкортостану. Мы говорили о том, что до 1 декабря этого года необходимо оплатить налоги. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ, узнаете самое главное.